Первый поэт казахов Абай Кунанбаев. Ни в раннем, ни в позднем периоде истории казахов нет поэта, превосходящего его по величию духа. Так говорил об Абае Ахмед Байтурсынов, казахский общественный и государственный деятель, просветитель, ученый, лингвист, тюрколог. А Гарифулла Есим, советский и казахстанский религиовед и философ, государственный деятель, говорил, что Абай не делил человечество на расы, религии, политические формации, говорил о том, что нужно любить всех людей как братьев. Этот тезис характеризует Абая как ренессансную личность, возводит его на вершину духовной мысли возрождения. Именно поэтому такие личности, как Абай, не просто мыслители с узконациональным мышлением, это фигуры Ренессанса, выходящие за пределы сознания не только своей нации, высокие мысли и идеи которых всегда являются реформаторскими. Мы называем Абая ренессансной личностью именно в этом аспекте. Ночь без ветра, и луна серебром дрожит в реке. Слышно, как бурлит волна за улом вдалеке. Там во враге тополя шепчутся между собой. Все в цвету, и вся земля заросла густой травой. И уносит эхо с гор крик пастуший, лай собак. Ты пришел сюда, и взор устремляется во мрак. И жеманства лишена, опираясь в тишине, трепетно спешит она, то как лед, то вся в огне. Не жива и не мертва, вот она перед тобой, растерявшая слова со склоненной головой. Снежник выглянул весной на свет, не знает жизнь его, долга или нет. Он солнцем пьян теплом весны согрет. Вдохнула осень, и замерз он вмиг. И ковыля он ростом недолог. Я тоже в юности мечтал о многом, недосягаемом для сил моих. Уступлен мой булат, лицо в морщинах, жара нет в крови, и голос тих. Ангел молнии рогит, как стрела к земле летит. Опрокинутый на землю, дождь ее животворит. Молния бьет наповал, силу слов ты, как молнии силу, на себе ты испытал. Мимо этих слов пройдет взяточник и обормот. Нищенка душа не примет огненных таких щедрот. Примет молнии слова. Кто устал от плутовства, не пора ли к рукам прибрать болтунов вселенных рать? Что за публика такая? Только знают врать и врать. Твой язык богат, и слова звучат, трогая людей. Слышишь речь других, ты поправишь их, скажешь, как верней. И в отчаяние не впадет душа, горе пережив, верности ищу. Дружба хороша, если друг правдив. Каждый за товаром едет на базар. Там торгует мельник, пекарь и гончар. Вам по вкусу жемчуг, а другому хлеб. По душе найдется каждому товар. Стар и млад стремится утолить свой жар. Каждому посредством наделил базар. Но не всем доступен жемчуг слов милох. Труден смысл иному, будь он мудр и стар. Многим не по нраву то, что говорю. Да, не всем по сердцу мой словесный дар. То неужто жемчуг обратился в пар? Нет, охватит слово души, как пожар, жемчуг псу не нужен. Мудрость говорит, поговорку это знает и школяр. Вникни в смысл, читатель, будь ты млад и стар, и прими, как должно, мой смиренный дар.